митинг, посвященный судилищу, устроенному в Гомельском СИЗО. Позорному, мерзкому, омерзительному. По сути, это судилище именно белорусского протеста, белорусского народа. Всем добрый день. Я хотел бы сказать не от себя, наверное, а от души. Ребят, то, что произошло сегодня, это результат, к сожалению, и нашей с вами борьбы. Я не хочу говорить сегодня про офис, но очень хочется сказать, что ребята за 1,5 года добились чего. Вот результат. 18 лет, 1,5 года работы, поездки по заграницам, мать их так. Ребята получили сроки практически пожизненные. Это еще один раз, еще одно напоминание нам, что мы должны, обязаны объединиться, мы должны быть вместе для того, чтобы свергнуть этот режим. Чтобы эти суки, которые дали людям сроки, получили столько же и в тех же условиях, в которых они будут сидеть. Давайте объединяться. Каждое воскресенье выходим за политзаключенных. Мы вместе, мы обязательно победим. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябри, велике дякую, що сьогодні ви вийшли на цю акцію протесту. Про те, що сьогодні була оглашена в Гомелі этой незаконной нелегитимной партией. Ничего, кроме обиды и гнева, у любого нормального человека быть не может. И как сталинские часы, закрытые тройки, давали свои незаконные выроки, практично гэтак же отбывался гэты суд в Костях на протягу 5 месяцев. Але ж вы бачили, нават тыя хвіліны, якія мелі і Миколай Статкевич, і Сергей Тихановский, і іншыя калегі, калі іх бачили люди, як яны себя поводили себя, як поводят белорусы. Хотя выроки страшные. Бо не люди, на великий жаль, сегодня кируют Беларусь. Есть зона в глубоким, где ломают рецидивистов, где люди находятся просто в страшных умовах. Вот что означает особый режим Миколая Викторовича Статкевича. Такого еще ніколи не было. На великий жаль, за межой пошли некие терроризования и некие вельми такие розные почались выказываться думки, земляку в интернете. Сегодня банда показала, что им еще мало были накладены санкции. Санкции треба узмацнять и супраць представников этой банды, потому что ті присуди, які сьогодні були оглашені, це просто немашимо. І білорусам уже треба потребувати санкцій супроти путінської Росії, яка несе відповідальність. Так само за той політичний терор, який є в Білорусі. Тому що, чому я давно кажу про лукашенко-путінську банду? Все вельми просто. Я достатково шмат ведаю керівників різних відомств в Білорусі. А ще вам зараз не назову ні одного білоруського генерала. Абсолютная большесть их завязана уже давно на броски на Москву. Давно ведется гибридная война супротив Беларуси. И в этой гибридной войне вся лукашенко-путинская банда, якая сегодня керує на нашей земле, находится на боку Москвы. И веде на борьбу менавіта с белорусским народом. Тому треба потребовать санкции, треба змацнять тиск на этот режим. И самое опошнее, про что я хотел бы сказать, это референдум. Так атрымалася, что одна з криминальных справ супротив Миколая Статкевича была как раз по третьему незаконному лукашенковскому референдуму 2004 года, когда он незаконно атрымал 3 года. Не збираецца гэтая банда ані лишить белорусов людьми, ані лишить гэтые бюллетени. Тому есть вельми такі страшный політичный тут аспект. Лукашенко, он своими 3 референдумами достигнул всего того, что он хотел. Практично он мает необмежованную владу сегодня в Беларуси и может робить все, что хочет. Нема ніяких супротивак ему. Все это знищено. Этот референдум
потребен Москве. Потому что та глубокая интеграция, супроти якой мы протестовали, супроти якой мы выводили людей на улице Минска, это не есть некая штучная погроза. Это и есть той план Путина по оккупации нашей краины. Нас, белорусов, загнать уже в путинское рабство, в московское рабство. І гэтае рабство, акрамя все іншае, принесе супрацоўнікам силовых структур Беларусі яшчэ такую великую подяку сходу, что они будут вздыхать как собаки за путинские интересы в десятках краинах. Шановные мои, не глядячи на все вот эти жахливые вестки, які штодень приходят с нашей батькушины, які пришли сегодня, зразумейте самое головное. Одиное, что может уратовать Беларусь, это сами люди Беларуси. Что Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Только за год банда Лукашенко уничтожила Александр Трайковский, 34 года, Александр Вихор, 25 лет, Артем Порухов, 19 лет, Геннадий Шутов, 43 года, Никита Кравцов, 28 лет, Роман Бондаренко, 31 год, Александр Будницкий, 52 года, Константин Шишмаков, 29 лет, Павел Баньковский, 35 лет, Витольд Ашурок, 50 лет, Дмитрий Стаховский, 18 лет, Геннадий Кисель, 50 лет, Станислав Чур, 31 год, Сергей Радченя, 36 лет, Денис Кузнецов, 41 год, Алексей Жук, 27 лет, Андрей Дубик, 25 лет, Виталий Шишов, 26 лет, Роман Решетский, 42 года, Михаил Лупоносов, 39 лет, Андрей Зельцев, 32 года. Ашурок, общественный экологический активист, возраст 50 лет. Первый раз был задержан 9 августа и приговорен к 20 суткам ареста. 19 сентября был задержан и обвинен по 2 статьям Уголовного кодекса. Был приговорен к 5 годам заключения. 21 мая 2021 умер вследствие нечеловеческих условий содержания в карцере колонии номер 17 в Шклове. Официальная причина смерти – остановка сердца. Но родным тело Витольда Ашурка было передано с забинтованной головой. Моя любимая мама. Получил вчера перед отбоем твое письмо и долго читал и перечитывал его. Оно маленькое, всего несколько слов, но такое эмоциональное и пронзительное, что аж сердце сжимается. Я тоже скучаю по тебе, мама. Те люди, что говорят, мол, взрослым не нужна мама, ошибаются. Я помню все, как ты одна растила нас с Андреем, как тебе хотелось, чтобы мы выросли порядочными людьми. И сейчас мне очень важно, чтобы ты была здоровенькой и радовалась за своих детей и внуков. А оно так и получилось. Ты хорошо воспитал нас с Андреем. Никто не будет пороть тебе глаза, что твои сыновья воры или аферисты. Наоборот, меня посадили именно потому, что я говорил правду и призвал не мириться с жуликами. Если бы я, мама, не возглавил нашу революцию в Лиге, то, наверное, я сам себя не уважал бы. А если ты уже сам себя не уважаешь, то стоит ли ждать уважения от других людей? Если бы на 135 тысяч людей лично у нас не нашлось хотя бы одного, кто взял бы на себя ответственность поднять восстание за правду, то кто тогда будет нас, белорусов, уважать? Мама, люди уважают меня. Ты воспитала меня правильно. К счастью, у нас прекрасные люди, и они меня поддержали всей душой. А теперь, когда я временно попал в тюрьму, люди
Люди еще больше поддерживают меня, присылают письма и открытки, передают передачи, пересылают деньги, выписывают мне газеты и молятся по всей Беларуси в церквях и костелах. Писем столько, что я чуть успеваю отвечать. Я даже пока что приостановил изучение английского языка, чтобы было больше времени отвечать на письма. Пишут из Березовки и Лиды, Гродно и Минска, Бреста и Витебска, Могилева и Гомеля. Пишут из Британии наши белорусы, уехавшие за границу, но переживающие за свое отечество. Пишут белорусы из Бельгии, Финляндии, США и даже белорусы Бразилии. Вчера за один вечер мне пришло 17 писем, идут телеграммы со словами поддержки. Весь мир гордится и поддерживает нас. Мне пишут белорусские ксензы из Минска и Витебска, чтобы поздравить с Пасхой и выразить слова поддержки и восхищения тем, что мы не миримся с неправдой. Мама, люди уважают меня. Ты воспитала меня правильно. Уверен, что тебе говорят на улицах в Березовке часто эти слова. Помни, мама, что я обязательно вернусь домой. Держись, мама. Верь, что 5 лет я сидеть не буду. Идут перемены, и они принесут мне свободу и встречу с тобой. Помни, мама, что я обязательно вернусь домой. Крепко тебя обнимаю. Твой сын Виталий. Всем здравствуйте. Я хочу сказать, что в Беларуси каждый суд страшный. Но это, конечно, страшнее всего. Сегодняшний суд, сегодняшние сроки. Я хочу присоединиться к эмоциональному письму Дарьи Лосик, которая уже ходит по социальным сетям. Я бы ей сказала, что Дашенька, ты не одна. Мне очень хотелось бы стать плечом к плечу с тобой. Я понимаю, что она сейчас чувствует, как ей болит. Как болит Светлане Тихановской, как болит жене Цыгановича, Саакова и другим. Я это все хорошо понимаю, потому что точно так же болела и мне, болела и моей семье. И болит сейчас. Я хочу сказать, что судьи, прокуроры, следователи пишут сказки, за которые дают реальные сроки. Они до сих пор продолжают ломать судьбы наших белорусов. Ежедневно страдают дети, жены, мужья и все остальные родственники. Я хочу сказать, что эти судьи, прокуроры, следователи, что вы палачи, вы настоящие палачи. После каждого судилища должна гореть наша земля под вашими ногами. Я хочу сказать, что такие же вот люди, которые оставили меня без дочери, детей без мамы и папы. Я до сих пор не могу сказать 5-летней Насте и 7-летнему Ване 5,5 лет, это сколько дней? И через сколько дней вернется мама и папа? Я хочу обратиться к гражданину Лукашенко. Перестаньте воевать со своим безоружным народом. Перестаньте
Вы тесняете страны самых умных, самых талантливых, самых образованных, которые работают на благосостояние других стран. После себя вы оставляете выжженную землю. И когда она возродится, мы не знаем, совершенно не знаем, когда вырастет новое поколение, которое сможет что-то еще, чем-то еще помочь Беларуси. Я хочу сказать, это очень тяжело. На самом деле очень тяжело. Я сегодня пережила, можно сказать, следующий приговор, который повесила на свои плечи. Девочки, жены, держитесь. Я считаю, что поддержка белоруса – это наша солидарность. Обязательно. Я вижу, как солидарны мы здесь. Я хочу, чтобы дальше так было, иначе мы пропадем. Мы пропадем как нация, мы пропадем как народ, и мы пропадем как страна. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Господарство вышэй нос! Я не думаю, что для вас было нечаканностью гэты прысуд. Вы чакали, что наших палітвязняў, наших вось гэтых мужных людей выпустят сегодня? Не думаю. Тому треба просто идти наперед. Только разом, только до перемоги! Живи Беларусь! Я здесь уже третий раз. Мне вельми приемно с вами находиться. Я хотел выказать слово поддяки. Нас покуль мало, але нас становится все больше и больше. И только разом мы переможем. То, что сегодня отбылось, это, зразумело, режим знішчае людей. Але вось такие люди, як Дар'я, якая сказала такі заклик, яна узмацняє моему дух. Яна малайчинка, и особенно ей дякую. С такими людьми мы не можем просто проиграть в этой войне. Живи Беларусь! Вышэй господарство! Я разумею, что тут не так солодко, але там еще горш. Только наперед! Только до перемоги! Только разом! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! И я разумею, что тут не дети збираются только. И не так революция перемагается. Мы разом все повинны быть на площади. Прийде час. И он будет не сегодня, але треба разуметь, что санкции и все остальное это добро. Але нас чакают там и вот гэтые мужные люди, полторуся, як Дашуля, закликаю нас быть разом и перемагать. Дякую всем. Живи Беларусь! Хотела вам сказать, что мы на эту акцию приглашали послов государств, находящихся в Варшаве. Никто из них не ответил на наше письмо. Я, конечно, понимаю, что мы просто обычные люди, да, и внимания нам можно и не уделять. Но, тем не менее, я считаю, что данная позиция, крайне... В связи с тем событием, которое происходит в Беларуси, в связи с таким судом, в кавычках, я считаю, что послы стран могли бы выразить свою какую-то точку зрения и посетить наш митинг. Я не считаю, что мы недостойны хотя бы ответа. Я бы хотела, наверное, все-таки услышать послов европейских держав и их ответа. Почему они не считают необходимым как-то выразить свою точку зрения? Приглашение было отправлено также членам ЕС и мэру города Варшава. Ни от кого из них мы ответов не получили. Статусность, наверное, имеет значение, когда вы разговариваете, наверное, не с беженцами или еще с кем-то. А тут конкретно вас пригласили на суд. Я считаю, что это неуважение к нам. Это конкретно неуважение к нам. Мало того, все европейские страны почему-то очень хорошо говорят про санкции против Лукашенко,
вспоминают, какой он террорист, но забывают, какой террорист Путин. И что этот режим держится до сих пор, я уже говорила, повторю, наверное, уже 1000 раз, что именно из-за Путина Лукашенко сидит на своем стуле. Его до сих пор не убрали. Именно из-за Путина. Именно Путин аннексирует Украину. Именно Путин ведет там войну. Во всех бывших советских республиках он пытается вести войну, подчинить себе всю власть. Это он террорист. Это против него надо вводить санкции. Но почему-то все европейские державы глазки закрывают на это безобразие. Никто не говорит о санкциях, все молчат. Почему? Потому что деньги гораздо теплее. Но вам тоже было выгодно разговаривать с Лукашенко деньгами. Были союзы очень выгодные. Когда посадили самолет, вы задумались. Когда началась гибридная война, вы тоже задумались. А кем она инициирована, вы не задумываетесь? Вы не задумываетесь, что это инициировал именно Путин? Почему вы игнорируете наши требования, наши заявления? Ведь вы своими руками, своими деньгами способствуете террору, который происходит в Беларуси. Наши каналы Белсат, например, да, Хартия, почему-то очень однобоко освещают события. Они почему-то не хотят показывать мнение одних людей и показывают тех, которые у нас считаются лидерами. Лидерами кто решил? Белсат, Хартия. Я, например, человек, да, белоруска. Здесь присутствуют тоже белорусы. Наше мнение не учитывается. Вот они сейчас уходят спокойно, да. И снимают конкретно нужных людей, конкретно нужные слова про Костюшку, про наши былые победы и войны, восстания и все остальное. У меня вопрос, почему не снимать те события, которые происходят сейчас, те проблемы, которые происходят сейчас? Почему точно так же, как режим Лукашенко замалчивает, мы тоже пытаемся замалчивать о наших проблемах? Неужели мы не для того боремся, чтобы эти проблемы решать, а именно вот так вот замалчивать? Это просто вот бессовестное игнорирование всего и вся. Именно за это борются люди, которые сейчас сидят. Как же так? Вот как же так не рассказывать про мнение людей других? Почему у нас одна позиция, одна правда, есть 1000 мнений, из этих 1000 мнений рождается истина. Почему же вот такое игнорирование, это такая же пропаганда работает? Вы подумайте, одного монстра мы сейчас ударим, но мы растим другого монстра. Потому что умалчивая, мы растим любого монстра. Умалчивая об одной проблеме, растим одну проблему. Умалчивая о другой, растим такого же монстра. Мы молчали, нам казалось, что все нормально, а мое мнение единично, мы не будем молчать, да? 26 лет, вырос монстр. А сейчас что? Сейчас мы тоже молчим, какие у нас проблемы. После революции мы разберемся. Так вот, пока мы будем разбираться после революции, а поляки боролись 40 лет. 40 лет. Так вот эти вырастут новые монстры. Я прошу, самое, что должно у нас быть, это правда. Правда должна существовать. У вас есть мнение, высказывайте его. У кого-то есть свое мнение, высказывайте его. Не молчите. Не бойтесь, что на вас нападут. Именно с этим мы боремся. Если мы переборем в себе этот страх, и даже те, которые находятся там, вот тогда мы победим. Это первое, что мы должны сделать, это победить свой страх и говорить правду. Говорить о наших проблемах. Живей Беларусь! Сябры, головная и первая задача – это освобождение усіх політв'язнів. Однако у нас люди, которые называют себя лидерами, не ставят это первоочередной задачей. Тому и происходят на Беларуси эти нечеловечные суды. Людей катают там, людям дают великие сроки. Сергей Тихановский
за крату кажа, должна быть первая задача и головная – это освобождение всех политвязней. И только после должны быть другие задачи. Однако мы кажем, наш человек, который считает себя лидером, который назвал, за которого мы избирали голосы, человек, за которого мы голосовали, человек этой каже, что яны не потребуют, как их освободили, але чему не доносить до международной общественности? Коли ты ездишь, чему ты не можешь сказать, что у нас первоочередная задача – это освобождение всех политвязней, что у нашей Беларуси не 900, не 1000, а 5000, а может и более. И у нас сегодня озвучили имена погибших, а сколько пропавших без вести после выборов. Неужели, сябры, мы будем забываться про это? Неужели мы будем просто замалчивать, молчать про Лукашенко, теперь молчать, ай, Света молодец? Нет, коли ты назвала себя лидером, коли многие, но уже не многие, лечат тебя президентом, так донеси ты головное, что повинны быть освобождены все политвязни. Сегодня приходят бабули с детками, и коли не будет доносить, Светлана, до того, что повинны быть освобождены все политвязни первочергово, и только после мы будем решать другие задачи, то так и будет. Коли она не будет потребовать сегодня, что Путин враг Беларуси, Путин финансирует Лукашенко, немудрый Путин, и он робит зло Беларуси, и повинны быть унесены санкции и супроть Путина. Люди, давайте збираться, давайте змагаться, давайте казать правду. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Свободу политвязням, которых осудили на годы! Свободу политвязням! Сегодня дают годы, лидерам дают годы от 18 до 14 годов. Это лидеры Беларуси. Однако яны будут сидеть до тех пор, и еще более в Беларуси будет этих политвязней, которых не признают правооборонцы. И вся Беларусь будет сидеть, когда мы не будем говорить правду. Дякую. Сегодня мы собрались для того, чтобы підтримати белорусских политвязней. Да, і Кириласки, не треба ганьбитися. Спокійно, треба себе за себе поводити. На той ситуації. На великий жаль, Беларусь чекает вельми тяжкие часы, потому что дальше Москва мать что потолкнула. Полночный поток-2, потому что оккупация идет практически щодень. І на великий жаль, от той вирок, який сьогодні прозвучав в Гомелі, то, що кожен день білорусів арештовують, збивають, то, что там сегодня в Беларуси, так, разгромлено практически все. То, что не заважаются с захода, что начинаючи с вересня 2020 года по Минску ходят войсково-милицейская виданные патрули просто пристают к прохожим. Это, на великий жаль, так само реальность. А лишь сегодня мы собрались не для тому, что был суд в Гомеле. И тут замість этих встречи варто было бы, как все люди, які были каля помника, тогда уже Костюшки, казали то, что найбольше треба, как сегодня гучало, и то, что объединовывает всех, кто сюда пришел. Эти слова простые, эти слова мы промовляли в Минску, хотя нас периодично так само перекрикивали. Это те слова, которые сегодня найбольше треба, как тут гучали. Войны, на великий жаль, подкресливают трагедию нашего белорусского народа. Треба триматися разом. Треба разом зараз боронити політв'язнів, боронити Білорусь і нарешті боронити білоруські національні інтереси, про які чомусь всі починають забуватися. Забуватися, що Лукашенко – це беззаконня, русифікація, репресії.
Забываться, что як в любой европейской краине в Беларуси есть только одна державная мова, белорусская. Змагаться за все свое. И только тады возникне ситуация, коли мы со спокойной совестью сможем все сказать, что мы хоть что-то сделали для Беларуси. Поколь такой страшной катастрофы, которая сегодня нашли в Батьковщине, Европа не бачила 50 годов. Это жах. И вот этот жах мусить примушать людей, которые выходят, не устраивают тут какие-то диспуты, а потребовать менавіта свободы Беларуси, свободы белорусского народу и свободы белорусским политвязням.